Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и встречаемся с наиболее интересными собеседниками. Сегодня у нас в гостях, а точнее мы в гостях, у первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапар. Селям алейкум, Эмине ханым. Алейкум селям, Айдер, хош келдин. Очень рада тебя приветствовать здесь. Тоже рад. И я сразу скажу, что мы с Эмине на «ты», чтобы не было никакой мысли о фамильярности, потому что мы просто давно-давно друг друга знаем. И Эмине работал на канале АТР, вот поэтому 100 лет как приятельствуем и не имеем никаких намерений изображать из себя незнакомых людей. Вот. И единственное, что я хочу тебя спросить с самого начала. Вот ты журналистка все-таки была довольно долго, да? И тебе это нравилось. Не буду отрицать. А каким образом у тебя пришла мысль такая заниматься политической деятельностью, идти по линии дипломатии? Это же У меня давно. не было идеи быть политиком. Наверное, скорее это связано с моим профильным образованием. Ну да, ты же закончила дипломатический факультет. Да, и я поступала в Шевченко в 2000 году. Я была первой студенткой крымско-татарской в этом вузе, в Институте международных отношений. И это всегда было моей мечтой — быть дипломатом. То есть дипломатия — это немножечко не про политику, это скорее про внешнюю политику, и она не передбачає, да, оці внутрішньої конъюнктурної игры. И моя мечта, собственно, была стать послом. Я наверное, еще будучи совсем юной, в 20 лет, я себя видела максимум, наверное, своей какой-то карьерной, да, лестницы, я видела себя послом. И так сложилось в моей жизни, что я начинала свою профессиональную карьеру с МЗС. Я проработала здесь 3 года. И когда я уже выходила из МЗС в декретный отпуск, поскольку для меня было принципиально приводить свою дочь в Крыму, среди своих близких, родных, на своей родной земле, я вернулась в Крым абсолютно уверенной, что через несколько месяцев после родов я вернусь в Киев и буду работать в своем любимом МЗС, поскольку я считала это своим призванием, и мне очень нравилось. И когда я переехала в Крым, я обнаружила, что, во-первых, хочу побыть мамой немного больше, чем я себе это изначально в своей голове придумала. И когда уже АТР воссоздавался в 2011 году, и Осман Пашаев предложил мне попробовать, я для себя это рассматривала просто как творческая некая реализацию. Это для меня не было никак, да, то есть все-таки это было просто такая разнообразие поскольку я в тот момент я была в тот момент в Крыму и, собственно, не спешила возвращаться в Киев, хотела насладиться своим материнством, своей семьей. И когда я уже стала работать на телеканале АТР, очень интересно, что у меня было ощущение, что я всю жизнь работала в сфере медиа. То есть это было настолько легко, это было настолько естественно для меня заниматься тем, чем я занималась. Изначально это было выстраивание украинских новостей. Я была и редактором, и сама начитывала эти новости. Сначала в записи, потом в прямом эфире, потом «Бизнес-вестник» на английском языке, потом авторские проекты «Мазамызлар», «Шеф Фэшн», про кино. То есть это несколько лет очень здоровской такой творческой реализации, где, собственно, все мои скиллы, все мои какие-то навыки, которые были и в плане профессиональном, я объединила и открыла для себя новую сферу. И, наверное, самое главное, что ощущение, что Крым — это моя родина, и я хочу жить в Крыму, и хочу быть рядом со своим народом, ко мне пришло значительно позже, поскольку в 20 лет я думала, что я буду работать где-нибудь в Нью-Йорке, где-нибудь в ООН. У меня такие мечты были, когда я поступала в университет. А уже к 30 ближе я ощутила, что я хочу быть в Крыму. Ну и, конечно, следующей рэперной точкой, которая определила дальнейшую мою судьбу, была оккупация. То есть я для себя не представляла, как мне вообще можно жить под российским флагом, молчать, имитировать, изображать что-то. И решение переезжать у меня было сразу после оккупации. Эмине, когда ты была в Крыму последний раз? Когда я родила свою вторую дочь, Алем Султан, ей было 1,5 месяца. Я уже знала, что я стану советником у министра статья в новосозданном Министерстве информационной политики. И с тем пониманием, что в ближайшее время вряд ли я приеду в Крым, я повезла свою дочь, которой было 1,5 месяца, показала всем своим родным. Ну и где-то это сложный эмоциональный момент. Наверное, попрощалась. Ну, у нас у всех примерно похожая судьба, поэтому, пожалуйста, не плачь.
Скажи, пожалуйста, вот на всем на этом фоне я последние дни себя поймал на мысли, что когда я слышу о том, что наши политики или какие-то депутаты, или вообще кто бы то ни было, ездят в оккупированный Крым отдыхать, да, под этими флагами русскими, улыбаются, фотографируются, делают селфи, ну, я имею в виду и Медведчука, и прочих-прочих таких людей. А вот какие у тебя чувства к этим людям, когда ты не можешь поехать в Крым, ты не можешь обнять родных на родной земле, а люди, которые занимают какие-то должности в Украине, так себя ведут по отношению к своей стране, встречаются с оккупантами, с Путиным и так далее? Я, честно говоря, не думала на ту тему, какие у меня чувства к таким людям. Мне вообще, в принципе, кажется, что это как пир среди чумы. Да? Вот когда кто-то едет в оккупированный Крым, снимает селфи, по сути, как будто бы легитимизируя, да, все то, что произошло. Это абсолютно преступная реальность для меня. Она, возможно, невидима обычным людям, она совершенно не будет видима туристу, который приедет в Крым, который будет видеть, как активно выстраивается инфраструктура, да, как будто бы и нет войны, там и все хорошо, и все тоже прекрасное Черное море, и в городах, и вот все то же самое. Но мне кажется, ощущение, которое испытывает человек, оно совершенно иное. Это кожей чувствуется, нет свободы. Вот, например, я очень хорошо помню, когда я впервые вот после оккупации через несколько месяцев выехала на материк. Мне казалось, что только выехав, я могу дышать свободно. Это настолько плотно ощутилось вот прям на физическом уровне. Знаешь, люди, которые выезжают на материковую Украину, я замечал несколько раз, говорят шепотом на улице какое-то время. А потом ты ему говоришь, ну ты в Киеве, дружище. Он такой, да, точно. Я это тоже замечаю, например, даже по друзьям и родственникам, которые приезжают ко мне в гости, когда мы что-то обсуждаем, даже порой не о политике, просто когда дело касается ситуации в Крыму, это вот такой уровень самоцензуры высокий, когда начинают переходить на шепот, и когда я отмечаю это, что здесь не нужно шептать, мы можем говорить громко, и это никак не будет преследоваться, и это не является угрозой или там, вопросом безопасности. Поэтому, отвечая на предыдущий вопрос, да, мне сложно комментировать, в принципе, чьи-то поездки. Одно скажу, что мне самой очень хочется поехать, и это моя мечта большая — быть в Крыму, особенно вот сейчас такой вот Курбан-байрам отмечали. Знаешь, что я заметила для себя, Айдар? Мне очень сложно разговаривать с родственниками. Я избегаю этих разговоров по скайпу, по WhatsApp. Чтобы их не подставить. Нет, это не вопрос подставить, не подставить, не настолько. Там же все следят, на самом деле не все настолько все прослеживают. параноично в моем случае. Мне кажется, что мне очень больно. Вот, с родителями я общаюсь регулярно и часто. А родители там постоянно. Да. А с другими, каждый раз, когда я говорю, мне потом настолько сложно как бы переживать это, ну, потому что все равно телефонный разговор — это ограниченный разговор, да, вот это состояние неспособности быть, разделять семейные праздники, свадьбы, дни рождения, исламские праздники, да, вот просто невозможность быть там среди своих родных, это очень сложно. И когда вот разговариваешь по телефону, это потом несколько дней в прямом смысле мне приходится эмоционально отходить от этого. Потому я поняла, что я ограничила, вообще свела к минимуму подобные вот такие разговоры. Чтобы лишний раз просто эмоционально не... Да. Я просто по-человечески вопрос задам. Я так сформулировала общее. Вот такие, как Медведчук, для тебя предатели? Я думаю, все те, кто сегодня пытается каким-либо образом оправдывать действия Российской Федерации, искать способ коммуникации, искать способ, оправдывать. Да, эти люди для меня не являются патриотами Украины. Это не граждане Украины вот в том высоком смысле, в который вкладываю это я. Потому что мне кажется, что мы все проходили тест на это в 2014 году. Мне кажется, что крымские татары сдали этот тест на отлично, когда, собственно, мы проявили свою позицию очень активно,
не приняв оккупацию. Да. В принципе, наверное, у крымских татар есть иммунитет еще со времен Советского Союза. Со времен Екатерины II. Весь исторический контекст, начиная с первой аннексии XVIII века, да, потом депортация 1944 года и события 14 года уже этого века, они, конечно, сложили вот некий такой иммунитет, и не могло быть иначе. И мне кажется, что это был очень важный момент, в том числе и для украинского общества, потому что до 2014 года уровень социальной дистанции между украинцами и крымскими татарами был очень высокий. Если я не ошибаюсь, по 12-бальной шкале аж целых 8 баллов. И это было мне лично всегда удивительно, потому что мы два народа, которые пережили и переживаем идентичную историю. А сейчас как вот твое ощущение? Мне кажется, что это процесс. Я абсолютно уверена, что такие социальные договоренности новые, да, эти контакты, эта интегрированность, она не может рождаться за один день, год, два. Это процесс, это всегда доверие. И сейчас, если сравнивать то, как было до 14-го, это, конечно же, совершенно иной уровень вовлеченности крымских татар и в социальную, и в политическую жизнь Украины. Ну, даже то, что ты на самом высоком посту находишься в украинском государстве, да, ну там в Министерстве информполитики ты тоже была первым замом, но не в обиду тому министерству, я считаю, что все-таки МИД — это более серьезный уровень, ты сейчас действительно самый высокопоставленный, в хорошем смысле слова, чиновник крымско-татарской национальности в Украине. Что для тебя это? Какую ты на себя чувствуешь ответственность? Я не знаю. Огромную. Но я так скажу, что так сложилось, что, наверное, вот уровень моей экспертизы в разных областях знания сегодня очень ценится вот некий такой синтез, да, всех знаний, потому что классика жанра нигде не работает, в госуправлении в том числе. И очень большой запрос на тех людей, которые имеют некий опыт, знания, открытость, умение мыслить не шаблонно, но а еще и доводить. История тебе помогла? Конечно, же? Конечно, абсолютно. И доводить некие процессы до результата. Это очень сложно в системе, которая не сильна. Да? У нас фрагментарно работает система. У нас это глобальная реконструкция, которую мы запустили с 2014 года. Она, по сути, больше фокус делает на личности. Вот есть сильный актор, да? Вот тогда система выстраивается. Ну, то есть это нормально для таких государств, как Украина. Но я про крымскую татарку спросил. Что для тебя значит быть крымской татаркой и крымской татаркой на таком посту, на виду у всех в Украине и в мире теперь? И вот я хотела немножечко рассказать историю, да, моего назначения, когда Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, предложил мне присоединиться к команде министерства. Первым вопросом, который я ему задала, и это, собственно, было для меня определяющим, да, в своем решении, потому что мне было сложно понимать новую систему политическую, которая формировалась, да, последние полгода после моей отставки. И я спросила, насколько я смогу реализовывать все те свои мечты и задачи, которые не смогла и не успела реализовать на предыдущей должности по Крыму. И он тогда сказал, что ты не только можешь, ты должна это делать, что мы от тебя этого и ожидаем в команде министерства. И речь идет о большой идее запуска платформ. Мы по Крыму — это международная платформа, которая усилит координацию иностранных партнеров в вопросе по Крыму и создать некую базу, да, для, собственно, формализованную, системную, ежегодную. Я про это сейчас уточню. По Крыму. Я хотел вот что сказать. Ну, твои опасения были понятны, потому что ты же была в прошлом правительстве, да, власть сменилась, как бы победили конкуренты политические, да, и ты думала, удастся ли тебе быть самой собой в новом правительстве? Мне вот я была недавно, да, ну, на разных интервью, как бы журналисты спрашивают подобные вещи, подводя меня под то, вот как вы себя сейчас чувствуете. Мне на самом деле, как я себе это вот ощущаю внутри, я не хочу играть в политические игры в этих вопросах, потому что мне кажется, что вопрос Крыма, защиты наших национальных интересов по вопросам Крыма — это вне политики, это не должно быть в какой-то конъюнктуре. Конечно, как мне кажется, да. И я для себя это так и рассматриваю. То есть есть некие важные задачи для страны. Я не отношу себя, то есть я себя отношу к команде «Страна-Украина». Вот так я себе это чувствую. И, конечно, возможность реализовывать задачи, которые я чувствую крайне важными и для себя лично, и в эмоциональном, и в профессиональном смысле. И, конечно, то, что является государственным интересом, это важный элемент принятия решений. И когда я согласилась присоединиться, да, то есть я себе размышляла на тему, что для меня это назначение, это скорее это огромная ответственность.
потому что, может быть, со стороны кому-то кажется, что вот такой бренд, первый замминистра иностранных дел, вот такая табличка, она несет в себе кучу привилегий. Нет, на данный момент в Эта нашей табличка стране и придавить может, знаешь, она тяжелая. эта табличка не дает никаких привилегий с точки зрения, ну, как бытовых вопросов, да, то есть я все тот же переселенец, я живу в арендованной квартире, я езжу на машине, которой уже очень много лет, мой уровень зарплаты достаточно скромен, как мне кажется, в том плане, что это не то, что... Это я сейчас даю срез, потому что когда я общаюсь с разными людьми и получаю какой-то фидбэк от людей, да, всем кажется, Мотивация что если ты первый такая, замминистра, да? это что-то, что вот уже априори просто Жизнь по факту удалась, знаешь, как таблички, да, говорят. вот уже все хорошо, да, абсолютно не так. То есть, конечно, с человеческой точки зрения я испытываю все те же проблемы. Однако теперь, если говорить об ответственности, да, то есть это в первую очередь желание реализовать, желание иметь результат. То есть самое главное, что меня мотивирует, это результативность. И когда я понимаю, что я этот результат не смогу по разным причинам, это же не всегда от одного человека зависит, и чаще всего в системе госуправления это не зависит от одного человека. Да. То есть способность доводить до конца, контролировать и даже микроменеджерить в каких-то вопросах — это важный нюанс сейчас. Но понимание, что может быть результат, это самое ключевое, наверное, для Давай меня. вот к практическим делам перейдем. Ты для себя какие-то, я не знаю, как это в дипломатии говорят, маркеры или дорожную карту составил в уме, чем ты будешь заниматься и чего ты хочешь достичь? Вот это Крымская международная платформа, о чем Дмитрий Кулеба говорит все время, да, и так далее. Вот расскажи мне ключевые задачи. Не обязательно, что вот они сейчас уже выполнены или выполняются, просто что, как ты себе видишь свою дорожную карту, твой путь на этом посту в Министерстве иностранных дел? Уже есть у меня понимание каких-то больших глобальных процессов и проектов, которые я буду вести. Немножечко укреслю, да, то, чем я занимаюсь в МИДе. Это достаточно много направлений. Это департамент, который отвечает за отношения с ЕС и НАТО. Это первый территориальный департамент, который курирует западноевропейские страны. Это департамент протокола, это святая святых дипломатической жизни, потому что она координирует всех дипломатов, которые находятся в Киеве. Да? То есть это все посольства иностранные, это их жизнь, все вопросы, связанные с их пребыванием в столице Украины. Это департамент публичной дипломатии и иже с ним Украинский институт, аффилированная к Министерству иностранных дел структура, которая ответственна за культурную дипломатию, да, в самом широком ее контексте. Как говорят, да. И это, конечно, департамент международных организаций, один из самых важных для меня в контексте, это в том числе продвижения огромный Крыма. спектр, то, что ты Это перечислила, очень да? большой спектр ответственности, я бы так сказала. Все это, конечно, как бы есть по каждому из направлений какие-то задачи. То есть ЕС, НАТО у нас, в принципе, учитывая, что это одна из стратегических задач государства, у нас фиксируется в Конституции, да, наша ultimate goal, последняя задача, да, членство там и там? вступить, да, в ЕС, в НАТО. И, собственно, эта система, этот дискурс, он уже очень сильный последние 6 лет в Украине, и я не вижу, что здесь есть какие-то риски Я в этом хочу направлении. уточнить. Ты не упомянула Крым как отдельное направление. Почему? Потому что оно не выделено или потому что оно везде? Потому что Крым везде. Потому что это такое кросс-ведомственное направление, которое касается почти всех департаментов в этом министерстве. У нас есть политический департамент, в котором есть отдел деоккупации Крыма. То есть, собственно, тема Крыма, она очень... Он так и называется? Так и называется. Я ни в одной структуре никогда я не слышал, чтобы был отдел деоккупации Крыма. Это очень важно на самом деле. Проговаривать такие вещи, четко ставить задачи и какие вещи делать конкретно. То есть тема Крыма у нас на контроле на всех уровнях. От самого верхнего до самого нижнего, до всех посольств, это десятки посольств, которые у нас за рубежом, все работают над... Ну вот даже флаг, который стоит за твоей спиной, это государственный флаг Украины и флаг национальный крымских татар, он же, это флаг это твой флаг из твоего кабинета, правильно? Это флаг в моем кабинете, но на входе в министерство у нас всегда висит флаг, и мы его вот сейчас опять торжественно поднимали лет 6 июня на день крымско-татарского флага. И все посольства во всем мире поднимают Да, крымско-татарский флаг всегда, на день все флага. посольства, всегда. и мы делали, также показывали, да, то есть мы попытались немножечко пособирать
сотни фотографий, видео, которые нам посылали, отправляли посольства, показать, как День флага отмечается Украиной за рубежом. Давай по Крымской платформе. В чем сложность, ну, на мой взгляд? Ну, сложность первая, русские не хотят об этом говорить. В принципе, да, они говорят «Крым наш», и как бы как мантру повторяют, хотя это напоминает мне вора, который что-то украл, говорит «это мое, мое, мое». Почему что ты все время повторяешь, если это твое, да? Ну, вор знает, что он вор. Конечно, он будет повторять. Это же большой страх. Вор всегда хочет скрыть свое преступление, и любые попытки обнажить это преступление не будут вызывать и провоцировать истерику, что мы, собственно, видим каждый день. И русские истерики — это очень хорошо. Мне очень нравится, когда Кулеба или ты, или кто-то другой говорит такие вещи, что у них просто бешенство пропаганды там, в России. Вот Дмитрий был в эфире у меня недавно, они просто его интервью, на ТРовское интервью фактически показывали у себя. Вот, и мне очень понравилось, что они действительно, мы попадаем в цель на самом деле. Когда мы говорим про Крым, это бьет их просто, это самое больное место, потому что с этого все началось, и этим все закончится, как сказала наша с тобой коллега и подруга Свигель Мусаева, да. Вот. И как без России, без участия страны-агрессором реализовать эту платформу на регулярной основе? Из каких стран? Какие у вас идеи на эту тему? Если не секрет, конечно. Тут нужно понимать, какие задачи у этой платформы. Главная задача — это координация всех адекватных, да, сил этого мира, которые прекрасно понимают, что сделала Россия в 2014 году не только в Крыму, а в Украине продолжает делать. И почему, собственно, эта платформа сейчас возникает, поскольку это ведь не новая идея, действительно, в Министерстве иностранных дел. Но она не была реализована. Да, были попытки формализовать некий диалог от Женева плюс формата, да, который оглашал президент Порошенко, до клуба друзей деоккупации Крыма. Это была такая попытка собрать вокруг этой идеи, в том числе и экспертов, и общественный сектор, но при этом мы не видели формализации. По разным причинам, я не хочу сейчас комментировать. Что пытаемся сделать мы сейчас, это, по сути, созвать, ну, эта платформа, она будет предусматривать несколько уровней вовлеченности. Первый ключевой акцент, который мы хотим подсветить немного больше, и мне кажется, он недооценен, в том числе и на уровне национального дискурса, это вопросы безопасности. То есть у нас международная адвокация темы Крыма, она во многом касается права людского измерения. Да? Это правозащита, это там права человека. идет, извините. Но да. мы должны понимать, что самым главным явлением, да, в Крыму это милитаризация, это последствия, которые связаны с безопасностью и обороной. Потому что Крым — это не жемчужина туристическая Черного моря, как бы нам Russia Today не пытались доказать обратное. Да? Это военная база. Это угроза всей Южной России, это угроза Балканам, это угроза Турции. Это угроза десяткам стран, и не только Черноморского региона, да, или Азовского бассейна. Это также можно тут смотреть и страны Средиземноморья. Что до конца не понимают все-таки эту угрозу, да? Это Ближний Восток и это Северная Африка, потому что если смотреть стратегические задачи у России, они идут на юг. Да? И в Сирии они выходят на побережье Средиземного моря, они как бы даже в клешни Турцию берут, если так посмотреть, да? Им нужны проливы, им нужно господство действительно в Южной Европе. Ну, Аксенов же тоже у нас заявлял о том, что они будут бурить нашими вышками, да, шельфы в Средиземном море. Ну, то есть мы понимаем, что то, что тестируется, отрабатывается в Крыму, в том числе с точки зрения военного потенциала, это все потом просто лекалом, трафаретом перекладывается на тот регион. Знаешь, когда я говорил с французскими некоторыми дипломатами года 3 назад о Крыме, я видел непонимание, наверное, кто тоже с этим сталкивался, такое, как бы далеко все это. Я говорю, ну, как вам это объяснить? У вас Сардиния лишняя? Или итальянцы, у вас Сицилия лишняя, да? То есть вы не заметите, как русские подберутся близко к этим местам, и если они говорят, что они Третий Рим, почему они не имеют права на итальянскую, допустим, территорию, если им захочется это реализовать, например? Ну, риторика французов мне порой непонятна. Вот, к примеру, у нас с послом Франции Этьеном де Понсе была встреча несколько недель назад, где мы, собственно, уже в рабочем порядке делились нашими планами по Крыму. И потом в одном из интервью я увидела его комментарий о том, что давайте мы сначала будем решать вопрос Донбасса, а уж потом Крым. Меня тоже резануло. И у меня спрашивали журналисты, по-моему, Укринформ обращался, где, собственно, я сказала о том, что эта логика неприемлема, потому что если бы это казалось вопросом территориальной целостности, ну, к примеру, Эльзас, Лотарингия во Франции, конечно же, французская риторика была бы совершенно иной, и это важно понимать контекст, да, поэтому тут для нас не может быть приоритета. И возвращаясь к теме платформы,
Ее идея на начальной стадии, поскольку мы понимаем, что будет огромный противовес этому. Да? Но Россия всех своих лоббистов задействует. Там, они включат все возможные уровни в попытке предотвратить запуск подобной платформы, поэтому мы тоже не питаем лишних иллюзий о том. Мы понимаем, что все большое начинается с малого, что этот дискурс нужно начинать с определенных темпов, да? И, собственно, эта платформа, она будет предусматривать несколько уровней. Самый высокий политический уровень, когда в Украине будет проводиться саммит, посвященный Крыму. А когда? Это уже будут детали. Саммит на высоком уровне? Саммит на самом высоком политическом уровне. Конечно, символичная дата и для всех нас есть 26 февраля, День сопротивления Крыма. И хотели бы проводить этот саммит в этот день, однако мы понимаем, что сейчас пандемия, коронавирус, сложно, в принципе, физически что-либо проводить какие-либо планировать, мероприятия, поэтому мы пока это, не утверждаем, что это будет. Но есть в это время время. поработать со странами, с ключевыми. Время. В США выборы еще будут, то есть это Конечно. такая история. Конечно, то есть в любом случае есть некие символичные даты, мы будем пытаться это идти в фарватере, да, вот того дискурса, который мы уже 5-6 лет развиваем тут, в Украине. Потом это уровень министров иностранных дел, министров обороны, потому что вот этот элемент безопасности, он очень важен. Потом это уровень межпарламентский и это уровень экспертный. То есть каждый из этих уровней будет задействован в том или ином формате, а эти детали я уже расскажу чуть попозже. Мы сейчас заканчиваем формализацию этого процесса. Уже в рабочем порядке эту платформу утвердил президент Зеленский. Он на самом деле очень ждал той концепции, которую мы ему представили чуть более недели тому назад. У него, то есть он несколько раз возвращался сам к этому вопросу. Именно по Крыму? Именно по Крыму, да. То есть это был очень большой его личный запрос получить эту информацию и, собственно, начинать запускать этот процесс. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы начнем потихонечку артикулировать задачи, начнем широкий уровень политических консультаций со странами-партнерами, которые станут ядром этой платформы. А потом уже ключевые партнеры должны быть ядром, а потом это должно потом разрастаться. это все будет разрастаться. То есть вот эти детали по тому, как, под что, для чего, мне кажется, на данный момент Будем ждать не новостей. актуально. И понятно, направление понятно. Тем более, что недавно мы все ждали еще с 2014 года этого события, стратегии освобождения Крыма, где будет все, и безопасность, и внешняя политика, и внутренняя политика в отношении к Крыму, деоккупации и так далее. И вот, наконец, при участии вас, насколько я понимаю, Министерства иностранных дел вышло... Тут я должна немножечко объяснить, потому что появилось такое некое в информпространстве недопонимание. Попытаюсь объяснить. Стратегия деоккупации Крыма была подготовлена в рамках Министерства иностранных дел. Да? То есть мы этот документ разрабатывали для того, чтобы, по сути, инвентаризировать и систематизировать нашу работу. До терминологии даже. Я просто видел, что это вы. Это важно, как это даже в международном плане называть. Да, этот документ — это наш внутренний документ. Мы из него не делали публичным документом, поскольку есть элементы, которые точно не могут быть публичными. И, собственно, вот эта платформа, о которой мы говорим, и все другие инициативы, которые будут связаны, это уже часть реализации этой стратегии. Конечно, я тут не буду спорить с вами, Айдер, абсолютно подтверждаю тот факт, что есть необходимость такого документа на общенациональном уровне. Причем там очень хороший. Я его внимательно прочитал, там расписано все. От терминологии, как временная оккупация, попытка аннексии. Это тоже путаница, за которую западное ухо, например, цепляется, и впечатление другое. Я же про внутреннее не говорю, да? Но там есть и внутренняя политика, и внешняя политика, и так далее, и так далее. Конечно, мы с этим запросом также будем выступать с пониманием, что этот документ национальной стратегии деоккупации Крыма, и его один из элементов только внешнеполитический сегмент, который мы уже подготовили на своем уровне. Да? Поэтому однозначно этот документ должен, и я надеюсь, что наша вот эта инициатива по саммиту, она станет как раз той основой и вот тем импетус, да, такой невовлеченностью, вот она подтолкнет эту необходимость запускать разработку документа на национальном уровне, чтобы он вовлекал в себя все сферы
уровня государства. Смотри, в этой же стратегии, она не называется стратегией, там основные положения, просто забыл, как официально это имеет документ название. Очень важно, да, что готовил там, это видно, что это МИДовские вещи, давно проработанные, но важно, что президентская вертикаль это огласила через представительство президента Украины в Крыму, да, то есть это позиция президентской вертикали, не только МИДа, а всей как бы президентской Как команды. раз с представительством президента в АРК у нас очень тесные, хорошие и профессиональные, и личные связи. Очень здоровская у них команда на сегодня. И Антон Кореневич, и Тамила Ташева, и Даша Свиридова. Это те люди, которые не понаслышке знают, что происходит на оккупированных территориях, в частности в Крыму. И, конечно, это тоже залог того, что подобные инициативы будут успешно реализованы на всех уровнях. И у нас планируется встреча на днях, где, собственно, мы будем продумывать уже детали запуска этой платформы, степень вовлеченности каждой из структур в этот процесс. Поэтому то есть, у Я нас вас работа прошу, и кипит. меня, и тебя, и всех, да, пожалуйста, максимально, что можно сообщать об этом процессе, да, что не помешает его реализации. Пожалуйста, делайте брифинги, пожалуйста, рассказывайте все процессы, потому что Крым, ну ты же сама понимаешь, что в Крыму спрашивают люди. Да. Да? Я понимаю единственный тут нюанс, да, упреждая немного ожидания о том, что все это должно быть максимально публично, сама понимая важность этого, поскольку большое количество времени я была журналистом и как бы понимаю Ну ты же логику. понимаешь, Да? как важно это общество подавать. Другой нюанс, что есть некие вещи, которые не должны быть и не могут быть публичными. Я про это и сказал, да, но важные вещи, люди же ждут, люди живут надеждой там. Мы же понимаем, что там одни трагедии кругом смерти и лишения, и тюрьмы и так далее, и нужна надежда. И тоже часть этой стратегии, там тоже это прописано все, это переформатирование АРК на крымско-татарскую автономию в составе Украины на базе реализации права крымских татар на самоопределение в составе Украины как коренного народа Крыма и Украины. Да? Вот насколько это важная составляющая, как ты это видишь в процессе, нужен закон о коренном, ну и так далее. Расскажи сама. Я считаю, что это очень важная составляющая, поскольку если смотреть сегодня, какие нарративы активно продвигает Российская Федерация, мы понимаем, что крымско-татарский нарратив Россия никак не может уничтожить, как бы она ни старалась это Но они делать. делают это так. Один из народов Крыма, Да. там вот Да, такое. они говорят, размазывают крымских татар в этой общности крымских народов. Да. То, что сейчас происходит с телеканалом «Милет», мы тоже видим, отслеживаем. Да. Попытка создавать не крымско-татарский канал уже, да, а уже что-то должно быть и для всех остальных, какой-то вот такой межнациональный канал. То есть они даже коллаборантский свой Даже телеканал уже, не могут даже сделать уже, крымско-татарским да, формально даже. Да. Где-то это, конечно, порой... То есть у меня иллюзия о том, что так будет, о том, что вся эта попытка вовлекать крымских татар вот как бы в эти псевдопроцессы... Что-то не выходит. Этого не будет, потому что на самом деле задача ведь за этим совершенно другая. Задача не стоит, чтобы сохранять крымско-татарскую культуру, а тем более ее развивать. Наоборот, растворить, поставить вровень там Абсолютно. с гипотетическими какими-то другими Поэтому народами. для Украины очень важно сегодня первое, интегрировать крымских татар, но это большой процесс, это не только про государство, да, это же еще и про этот вот общественный Понятно, сегмент. но мы про конкретику сейчас. И если говорить уже о том, насколько важен этот, например, несколько законов о том, которые бы регламентировали статус крымско-татарского народа как коренного, и закон про коренные народы, который бы объяснил, что это такое, поскольку тут есть Это надо четко прописать. внутренние процессы. Да? То есть мы видим то, что происходит в западной части Украины, да? То есть мы видим, какие отношения выстраиваются с Венгрией. А вот эта порой путаница, когда спекулирует. намеренно часто путают понятие коренной народ и национальное меньшинство, да, это же чисто пророссийская история, чтобы расшатать где-то какой-то региональный... Я считаю, что российский след здесь однозначно прослеживается. Я думаю, что они очень умело играют на этом, расшатывая, да, вот межнациональную гармонию, которая всегда в украинском обществе присутствовала. И на самом деле для того, чтобы поставить точку на этих спекуляциях, очень важен этот закон, который даст, в том числе и для Министерства иностранных дел, да, некую законодательную рамку по терминологии. Для нас это очень важный момент, поскольку это официальный формальный трек. Да, у нас была постанова Верховной Рады Украины, где мы присоединились, да, к декларации ООН по правам коренных народов, но однозначно должен быть мы сами должны сделать закон. свой шаг внутри. И удивительно, что уже с 2014 года прошло 6 лет, да, и даже понятие коренного народа формализовано только в постановлении о постановлении правительства. Там, в некоторых законах тоже да, есть. но это Закон же, про слушай, образование, это все в закон наших про руках. вещание.
Это все в наших руках. Это в руках президента, в руках МИДа, в руках парламента. Это можно решить очень достаточно быстро. Это даже я бы сейчас не вовлекала бы исполнительную, да, систему, а это в руках парламента. То есть законы Но принимают туда надо депутаты. внести этот закон, правда? А тогда вносят, да. Вносить закон может и кабинет министров, и президент. Ну, президент это Украины. сильнее всегда, когда президент вносит. Но при этом у нас есть несколько сотен депутатов, которые работают в парламенте, и непосредственно их задача инициировать разные законы. Как мне кажется, это очень важный момент Но для я думаю, понимания, если президент Зеленский чья роль. ждет от вас этой стратегии, и вы оперативно ее предоставите, то ему будет проще делать эти шаги. И многие говорят, что президент Зеленский пришел именно, чтобы войти в историю, что у него есть такое желание стать президентом, который вот именно что-то сделал для страны такое, можно сказать, метафизическое, такое не бытовое, повседневное. Да? Но вот это такой шанс признать официально уже наконец крымских татар коренным народом для президента Зеленского. Но, на мой взгляд, это огромный шанс и это огромная честь. И я буду надеяться, что вы внесете это и что президент с этим выйдет в парламент. Но мне сейчас сложно комментировать, да, поскольку это в любом случае не решение МЗС. Да, понятно, да. Но вы же готовите свою часть. Да. Мы на своем уровне, да, прописали все концептуальные документы о платформе по Крыму, о стратегии по Крыму. Остальные процессы, которые в том числе предусматривают голосование в парламенте и законодательную базу, наша вовлеченность здесь не является максимальной, и мы не являемся лидерами этого процесса. Понятно. Еще уточняющий вопрос. Уже несколько раз на высоком уровне, по-моему, Алексей Резников, еще кто-то говорил про правительство Крыма в изгнании, в экзиле. Да? Об этом говорил один из важных депутатов, глава комитета Никита Потураев еще на АТР еще год назад. Вот сейчас говорят всерьез. Это действительно важно для тебя, как тебе кажется, и на международной арене и так далее? Ну, я исхожу из той внешняя политика, она во многом является продолжением внутренней, да. Она должна быть цельной. Она должна быть цельной. То есть, и мне кажется, что мы не можем подменять собой всех других, и мы не можем нести ответственность за всех других, да. Мне кажется, что исходя из нынешних условий, мы делаем максимум с точки зрения вовлеченности из существующих инструментов, да. То есть речь идет о платформе, которая не предусматривает, то есть это не про внутренний процесс создания правительства в экзиле, и я считаю, что это не роль МЗС здесь. Нет, я не спрашиваю просто в принципе, это же на самом деле шаг в том направлении. Ну, просто мне кажется, что мой комментарий этого внутреннеполитического процесса — это некая политизация этого процесса. Я хочу задать последний вопрос, у нас время интервью подходит к концу уже. Каким лично ты видишь возвращение Крыма в Украину? В каком качестве, каким образом, как это произойдет? Я не спрашиваю, когда, поскольку это вопрос разных обстоятельств и приложения разных усилий. Но как? Здесь не может быть одного сценария. Мне кажется, что если брать государственный уровень реагирования на все последствия, да, кризисы, которые могут быть, необходимо предусматривать все возможные варианты возвращения Крыма. Абсолютно разные, потому что ведь это лежит в плоскости не только отношений Украины и России, это лежит в плоскости вовлеченности и других многих стран, да, лидеров региона. Это и Европейский Союз, это и Соединенные Штаты Америки, это и блок НАТО, и Турция. Это огромная вовлеченность. Понятно, но я о том, чем это процесс понятен, он сложный, но чем это в итоге, на твой взгляд, закончится? Как вернется Крым в Украину? Как бы я хотела, чтобы он вернулся. Ну да, давай так. Вот мой идеальный сценарий, да. Идеальный сценарий — это должен быть цивилизованный процесс. Это процесс, который не будет сопровождаться военными действиями. Это процесс и формирование таких условий, когда произойдет трансформация и политической системы в самой Российской Федерации, и, собственно, признание неких ошибок, которые были допущены, и преступлений. И мне кажется, что это был бы идеальный вариант. То есть политическое давление, которое приведет в конце концов к тому, что Россия откажется от своих имперских амбиций, вернет и компенсирует, насколько это возможно компенсировать? На данный момент, к сожалению, мне кажется, оснований верить в такой сценарий их очень немного.
поскольку, вот, например, даже последними изменениями в Конституцию Российской Федерации мы видим попытку Опять вот вор. уже Вор вот прописал, это, что Крым я ее его, называю подвійна аутентификация, да, это вот как бы уже вот прям совсем забить гвоздь так, чтобы его и вытянуть было невозможно. Слушай, ну, во-первых, Гитлер тоже строил рейх на тысячелетия, да, а просто существовал не так уж долго. Ни А одна во-вторых, империя не держится. Мы же понимаем, что так или иначе вот та Россия, которая с ее спецификой, да, вот с этой силовой машиной, с этой дубиной, которая бьет по головам своих собственных граждан, 140 миллионов граждан Российской Федерации, она не будет вечной. знаешь, ты была очень молодая, но я хорошо помню, как развалился СССР, по сути, без единого выстрела извне. Да? Это была сконсолидированная внешняя политика многих стран. Ну, закончим, наверное, тем, что будем надеяться, что она появится, такая политика. Ну, и что... был цивилизованный развод, да, между странами Советского Союза, да, и Украина. Но большой войны не было, по сама крайней мере, переживала это, и да. Россия отдала все, что у нее было тогда, захвачено на тот момент. Советский Союз рухнул без фактически выстрелов. Да? И этот сценарий возможен, но это тоже зависит от вас, консолидировать усилия Запада. Это зависит от всех нас, мне кажется. Это ведь никогда не... То есть здесь каждый, если будет выполнять свою роль, да, вот это потом в неком синтезе, в неком объединении даст очень хороший результат. Евгения, я желаю тебе сделать свой вклад в эту историю, чтобы то время, которое ты проведешь во внешней политике Украины, приблизило возвращение Крыма и освобождение нашего народа. Чох саголнас. Саголайдар. Всего доброго. У нас в гостях была Эмине Джипар, первый заместитель министра иностранных дел Украины. Всего доброго. Смотрите АТР.